Телерадиокомпания «Витебск». Полоцкий районный исполнительный комитет представляют документальный тележурнал «Полоцк, где починается краина». Аграгарадок Заазер'е здаўна лічыцца бярозавым краем. Гэтае дрэва мясцовы сімвал. Менавіта таму тут кожны год закладваюць бярозавую алею добрасуседства. Сёлета свята пад назвай Завозерская беразуха сабрала гасцей з 14 сельсаветаў Полоцкага района. Геаграфію пашырылі прадстаўнікі ушачаў. Художественная самодеятельность, простые люди выступают. На это всегда очень приятно смотреть. Мы приходим сюда каждый год, у меня многодетная семья, у меня 3 детей. Дочка выступает, сегодня в главной роли. Вкусная еда, бесплатные напитки, весело, хороший концерт. Принимаем участие, всегда довольны, с конкурсом всегда, с призами, всегда очень-очень весело. Нравится здесь все, изумительно, интересно, весело. Праздник бесподобный. Успомніць пра духоўныя карані, дакрануцца да разнастайнасці жанраў народнай творчасці і культуры полацкай зямлі. Усё гэта прапануюць мясцовыя арганізатары. Праграма свята насычана як ніколі. Канцэрты, абрады, карагоды, кірмаш народных рамёстваў. Сярод галоўных забаў конкурс «Дзяўчына-краса, бярозавая каса», які ладзіцца ўпершыню. Был обычай. Выбирали в деревне самую красивую березку, ну, безусловно, настоящую, да, и ее украшали различными способами для того, чтобы затем вокруг нее водить хороводы. И это считалось символом того, что березка в дальнейшем будет дарить, вот именно эта березка, добро, счастье и приносить людям здоровье. Каждая территория сельсовета привозит свою березку. Она может быть разной. Молодой, постарше и так далее. Суть в том, что девушка должна представить березку так, чтобы зрителя заинтересовать. Чарговы хедлайнер – конкурс на лепшы бярозавы венік. Госці свята змагаюцца ў некалькіх намінацыях. Адзін з фаварытаў – азінскі сельсавет з камбінаваным тварэннем. Дуб, алешына, бяроза і нават крапіва. Гэтыя людзі з лёгкасцю растлумачаць, чаму іх венік – галоўны прэтэндэнт на перамогу. Первый веник от простуды и сужения сосудов, а другой и лечит поры, и снимает наговоры. Третий веник от ломоты. После длительной работы, а 4-ю, вот уж диво, веник даже из крапивы. Нету веника полезней от устатку и болезней. Завозер'е – сталіца не толькі самага смачнага бярозавага соку. Эксклюзіўная юшка на бярозавых цурках падчас свята ўжо традыцыя. Нязменны шэф-повар укладвае душу ў фірмовую страву. Нужно очень хорошую иметь душу и характер мягкий. Тогда уха будет вкусная. Добавляются специальные травки, специальные приправки. Вон делаю специальную для ухи, ну, такую нарезку из трав. Поэтому уха, вот можете попробовать. Очень вкусная. Завозерская беразуха ладзіцца 4-й год запар і працягвае набіраць абароты. Сёлета удзельнікаў ужо больш за 300, а з жадаючых пагойдацца на бярозавых арэлях і наталіць смагу бярозавым сокам выстройваюцца чэргі. Сама постановка праздника, вот придумывание новых конкурсов, новых оригинальных каких-то. Кухня демонстрируется здесь наша, вот, значит, и торговля, и развлечения для детей, батуты, детские площадки организованы. Поэтому народ собирается.
на это пришло. И в этом году уже более расширенно идет, поэтому и народа больше собралось. Чацвёрты сезон беразухі прайшоў на ура і пакінуў цвёрдую ўпэўненасць у тым, што ў наступным годзе полацкая сталіца бярозавага соку, лясных дароў і ветлівых людзей збярэ яшчэ больш гасцей. Зрабіць усё магчымае, каб правесці першы ўкос у аптымальныя тэрміны. Такую задачу ставіць перад сабой аграрыі сельгаспрадпрыемства ПС Карпекі Полацкага раёна. Кармы для буйной рагатай жывёлы тут пачалі нарыхтоўваць яшчэ ў сярэдзіне мая. Зараз працаваць мясцовыя аграрыі пачынаюць у 7 раніцы і працягваюць увесь светлавы дзень. Завяршыць уборку траў першага ўкосу сельгаспрадпрыемства ПС Карпекі плануе да 1 ліпеня. Своечасова нарыхтаваць кармы, захаваўшы вітаміны і карысныя рэчывы, важная задача, з якой тут заўсёды спраўляюцца. За сезон нарыхтоўваюць кармоў на 1,5 года наперад. Калі трэба, дзеляцца з суседзямі. На уборке задействовано у нас 2 заготовителя. Это прямое комбайнирование и подборка с волков, плюс техника на отвозке еще. Вот. В день получается по-разному, как техника себя поведет. Вот, заготовка 300-400 тонн в день заготавливаем сенажной массы. 1763 гектара сельгасугоддзяў, 1312 гектараў пашы, усяго 88 работнікаў. Нягледзячы на тое, што прадпрыемства ПС Карпекі адно з самых маленькіх у вобласці, вынікі працы гавораць самі за сябе. Нарыхтоўка кармоў ужо зараз больш за 13 цэнтнераў кармавых адзінак на умоўную галаву жывёлы. На карову доіць больш за 22 літры малака. Пры гэтым віды на ўраджай сёлета аптымістычныя як ніколі. Сеяць пачалі ўжо ў сакавіку. Галоўны аграном запэўнівае, за 15 гадоў працы на прадпрыемстве такое ўпершыню. Прычына – вясна, амаль без снегу и ападкаў. В этом году мы посеяли 968 гектар яровых, зерновых и зернобобовых, включая кукурузу 226 гектар и 210 гектар рапса. Но тоже, я думаю, надеемся, что мы будем с кормами. Также сейчас занимаемся посевом промежуточных культур. Планируем посеять 100 гектар, плюс клевер у нас 500 гектар. 410 гектар мы уже убрали. Мясцовым аграрыям засталося ўбраць каля 80 гектараў траў першага ўкосу, якія пойдуць на сянаж. З дапамогай сучаснай тэхнікі, парк якой тут рэгулярна абнаўляюць, задачу плануюць вырашыць да 1 ліпеня. Для Андрэя Пузакі нарыхтоўка кармоў справа прывычная. Механізатарам у ПС Карпекі працуе больш за 30 гадоў і запэўнівае, прадпрыемства лепш яму не знайсці. Весной я на обработке почвы был с культиватором. Так, в остальное время, когда на комбайне не работаю, работаю на тракторе. Разные виды работы исполняю. Конечно, техника в 2 раза лучше стала, можно так сказать. Более такая усовершенствованная. Кондиционеры стоят сейчас в комбайнах. Хорошие условия для работы. У гэтыя дні працы ў аграрыяў шмат, і палачане спраўляюцца добра. Сёння ПС Карпекі адной з лепшых сельгаспрадпрыемстваў раёна, і свае пазіцыі ў бліжэйшы час плануюць умацаваць. Рэзервы для павышэння эканамічнай эфектыўнасці тут бачаць па ўсіх напрамках, а залогам поспеху ў справах лічаць укаранення новых тэхналогій. Светлана Владимировна Одинцова, депутат Витебского областного совета депутатов, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Полоцкой центральной городской больницы, заведующая Полоцкой центральной городской поликлиникой. Работа не кабинетная, а именно только находясь с пациентами, со своими сотрудниками. И когда ты знаешь проблему или вопросы решения изнутри, там, где она возникает, ты принимаешь правильное решение. Руководит Светлана Владимировна большой поликлиникой, 9 подразделений в разных местах Полоцка, современное оборудование, квалифицированные специалисты. Но организовать все это так, чтобы все работало в одной связке, умеет только она.
Так как я возглавляю всю амбулаторно-поликлиническую службу, конечно, большой объем работы – это руководство, выработка тактики со всей амбулаторной службой. Это 3 поликлиники, станция скорой медицинской помощи, детская поликлиника, амбулатория, которая развивается по направлению врача общей практики. Необходимо отметить, что сегодня мы уже почти перешли на общеврачебную практику, на командный метод работы, врач общей практики, помощник врача и средний медицинский персонал. Самое важное в работе врача – пациент. Не только профессиональное, но и, главное, человечное отношение к нему. Элементы заботливой поликлиники – это тогда, когда пациент может поделиться информацией, разделить эту информацию с медицинскими работниками. Мы отработали новые механизмы работы медицинских регистраторов. У нас в фойе есть доска «Нам дорого ваше мнение». И она тоже себя оправдала, потому что каждый идет и где-то оставил 1-2 слова. Мы это анализируем. И вместе мы с пациентами совершенствуем свою работу. И к своей депутатской деятельности Светлана Владимировна подходит с медицинских позиций. Главное – помочь, разобраться, найти подход, принять верное решение, и так в отношении каждого. В депутатской деятельности важно это лоббирование вопросов дальнейшего развития здравоохранения в Полоцком регионе. Но если сказать только так, это, наверное, не полностью осветит тот вопрос, чем занимаемся, потому что избиратели, они ставили определенные задачи, и каждый видел свою маленькую проблемку, но для него это проблема. Депутат, все представители всех служб все равно ищут оптимальные вопросы, пути для решения вопросов. Ты перед своими избирателями несешь ответственность и не имеешь права на какую-то ошибку или неточность в принятии решений. Если ты коренной житель, то и спрос с тебя строже. Тебя знают, на тебя надеются. И ты от души делаешь все, что в твоих силах для своих земляков, для родного Полоцка. Пожелать одно – процветания и крепости на Полоцкой земле. Полоцк, где починається країна. Документальный тележурнал. Телерадиокомпания «Витебск» по заказу Полоцкого районного исполнительного комитета.